В 2016 году национальное книжное издательство «Бичик» имени Семена Новгородова выпустило книжную серию «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии». Цель проекта – оказание содействия в создании общей картины жизни и деятельности представителей первого поколения национальной интеллигенции, направленной на просвещение родного народа. Автор и руководитель проекта Александр Николаевич Жирков. Во вторую книгу 2021 года издания включены 3 сюжетные линии, рассказывающие о жизни и деятельности выдающихся представителей якутского народа второй половины XVIII – первой четверти XIX веков, Сафрона Сыранова, Алексея Аржакова и Ильи Шадрина. Раскрывается тема истоков и особенности первоначального этапа становления будущей национальной интеллигенции в Якутии. Депутат уложенной комиссии, первый областной предводитель якутов Сафрон Сыранов родился в 1719 году в Малтанском наследии Кангаласского улуса. Он приходился правнуком Музары Базекову, который был внуком знаменитого правителя якутов, Тайона Тыгына. Тернист и многотруден был путь Сафрона Сыранова к высокому званию депутата уложенной комиссии. Выборы в уложенную комиссию имели большое социально-политическое значение, в которых ведущую роль играли представители от дворян и чиновничества. И по указу императрицы от 14 декабря 1766 года было повелено выбрать по одному депутату от каждого сословия, в том числе непривилегированного, то есть казаков и крестьян. Но якутам, как и другим народам, было отказано в праве выбрать депутатов в комиссию на том основании, что они кочевые. Под кочевыми подразумевались в основном жители Крайнего Севера, горно-таежных и тундровых зон, охотники, рыболовы, оленеводы и собиратели. В декабре 1767 года поверенные Кангаласского, Мегинского, Батурусского, Намского и Барагонского улусов, которые представляли значительную часть якутского населения, выдвинули поверенных кандидатов, которые должны были решить, кому из них ехать в качестве депутата. Мнение собравшихся выборщиков было почти единодушным. Сафрон Сыранов был избран депутатом. Но Иркутская губернская канцелярия на основании того, что якутов считали кочевыми, не хотела пропускать Сафрона Сыранова далее. И Сенат, на основании рапорта Иркутской канцелярии, вынес распоряжение о невозможности принятия Сафрона Сыранова в число депутатов. В Москву Сыранов приехал через полгода после выезда из Якутска. В столице якутский ходок попросил аудиенции у Екатерины II, и в октябре был издан именной указ императрицы о назначении Сафрона Сыранова депутатом. Итак, Сафрон Сыранов стал 27-м депутатом от Сибири. Сафрон Сыранов получил наказы от своих выборщиков, от якутских улусов, направленные на улучшение их экономического положения. Во-первых, добиться разрешения платить ясак деньгами и шкурами других зверей вместо соболей и лисицы. Во-вторых, поставить вопрос о ликвидации института чиновников, сборщиков ясака и назначении для выполнения этой обязанности самих тайонов. В-третьих, просить о замене подводной повинности якутов по перевозке казенных тяжестей вольным наймом. В-четвертых, ходатайствовать об освобождении иноверцев от содержания почтовых станций по Якутско-Иркутскому и Охотско-Якутскому трактам. Правительство российское, не сразу, но удовлетворило почти все пункты Сырановского наказов и пополнения к ним. Это был несомненный успех Сафрона Сыранова как депутата. В 1783 году в связи с изменениями административно-территориального управления Сафрон Сыранов предложил внести должность общеякутского областного главы, и был снят с должности. Но свалить хангаласского князца было не так-то просто, он обладал депутатской неприкосновенностью. В конце 1780-х годов Сафрон Сыранов в Иркутске принял крещение от самого иркутского и нерчинского епископа Вениамина под именем Василия Вениаминовича и был восстановлен в звании кангаласского князца и главы этого улуса. В первых выборах областного главы 17 октября 1792 году в Якутске был избран Сафрон Сыранов, но поскольку Земский суд и часть тайонов выступили против, избрание Сыранова не было утверждено, и он вынужден был уйти в отставку. Историческая заслуга Сафрона Сыранова состоит в том, что он борьбу за восстановление института самоуправления возглавил в условиях Якутии последние трети XVIII века. Его борьба была не напрасной, идея об общеякутском лидере, который объединил бы усилия всего якутского общества, направленные на достижение самостоятельности в решении внутренних вопросов, стала одним из лозунгов для всех якутских деятелей, продолживших его дело. Алексей Аржаков,
выходец из бедной семьи якутской глубинки, воспитанник русского чиновника, знаток русского языка, приверженец православия, наследный князя Ц. и улусный голова, кавалер российской золотой медали, человек, размышляющий о судьбоносных вопросах своего отечества. Именно в таком качестве предстал Алексей Оржаков, князя Ц. Сотинского наслега и голова Барагонского улуса, перед Екатериной II в 1789 году с планом о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших положений для них. Главная идея плана Оржакова состояла в изменении и улучшении тягостного состояния якутов с точки зрения государственной пользы, то есть благоденствия, спокойствие и мир в Якутии способны укрепить положение России на ее северо-восточных окраинах. В плане о якутах Оржаков выдвинул следующее ходатайство: о необходимости установления должности якутского областного головы или предводителя, об учреждении особого суда под названием Совестный якутский суд в составе областного предводителя, отдельных улусных голов и наследных княжцев, об освобождении якутов от повинности тянуть лодки по рекам, возложив эту обязанность на ссыльных законопреступников, об освобождении якутов от содержания 36 станций по Иркутскому тракту, заменив их присылаемыми российскими людьми, о назначении на должности исправников, которые знакомы с языком и обычаями якутов, об открытии в Якутске училища для якутского народа, коих обучать российской грамоте и другим наукам, о праве частной собственности на землю на вечное владение тому, кто оную сначала обработал. Документ вызвал большой интерес у верховных правителей государства. Сама императрица Екатерина II лично приняла автора документа и имела с ним продолжительную беседу. По ее поручению документ обсудили на заседании Государственного совета. Семен Оржаков представил главе Российской империи план, предусматривающий не только интересы одной Якутии, но и самого государства. Он проповедовал идею «Россия сильна своими развитыми регионами, благополучие многонациональной России, в благополучии населяющих ее народов». Илья Шадрин родился в 1761 году в семье главы Кангаласского улуса и наследного княжца Максима Шадрина, одного из составителей наказов Сафрону Сыранову. С начала 80-х годов XVIII века молодой Шадрин начинает занимать сперва среди сородичей, а затем и в наследие выборные должности. Первым крупным общественно значимым предприятием стало участие 25-летнего старшины 5-й Мальжигарской волости Ильи Шадрина в обеспечении проводниками, снабжении транспортом и провиантом Северной морской экспедиции капитана второго ранга Иосифа Биллингса. За оказанные при сей экспедиции ревностные услуги Илья Шадрин 19 июля 1788 года был удостоен первой награды серебряной медалью. За услуги, оказанные в 1799 году при переходе военного отряда Камчатского полка Сомова из Иркутска в Охотск, был награжден императором Павлом Петровичем золотой медалью. Одновременно с избранием княжца Мальжигарского наслега, Илья Шадрин в январе 1793 года избирается сельским заседателем Верхней расправы Якутского округа, коим проработал до 1793 года. Прием императором Александром I кангаласского княжца Ильи Шадрина состоялся 13 октября 1812 года в столовой комнате Зимнего дворца. В этой своей поездке Илья Шадрин вновь поставил при дворе вопрос о строительстве церкви в урочище Сина Кангаласского улуса. В числе активных сторонников Ильи Шадрина и поборников строительства церкви в Синске состоял и глава Кангаласского улуса Николай Рыкунов. Во исполнение высочайшего повеления и во многом благодаря тщанию самого зачинателя, христианскую православную церковь в местности Сины все же удалось достроить. По прошению Ильи Шадрина в 1801 году при Якутском трехклассном монастыре открыта школа для обучения христианскому закону якутского юношества. Он смог воплотить идею, возникшую еще при Сафроне Сыранове и продолженную Алексеем Оржаковым. В 1818 году представители якутской знати выбрали доверенным Илью Шадрина в правительствующий Сенат Российской империи по возвращению Хангаласскому и Алекминскому улусам всех земель, отведенных в разные годы крестьянам станций Якутска и Иркутского тракта. По вопросу о возврате земельных угодий Сенат постановил оставить в силе введенный местными властями порядок наделения станционных крестьян земельными угодьями. Правительствующий Сенат отклонил и вторую часть прошения якутских родоначальников, отказав ходатаям в передаче содержания почтового тракта и его станций местному населению. В последние годы жизни Илья Шадрин принимал активное участие в упорядочении земельных отношений притрактового населения, хозяйственном обустройстве почтовых поселений, расположенных на землях якутских наслегов.
Вплоть до своей кончины Илья Шадрин оставался активным и влиятельным участником почти всех крупных и общественно значимых предприятий в родном наследии, Хангаласском Улусе и Якутской области. Начиная со знаменитой поездки Мазары Базекова в Первопрестольную в 1676 году и заканчивая главным событием XX века, приобретением статуса автономной республики в 1922 году, формы государственности, обладающей мощной объединяющей народы силы, на всем этом пути длиною 246 лет идет развитие идей самоуправления народа Саха. Значимые роли в этом историческом процессе, а также в политике установления взаимоотношений представителей народа Саха с русским государством сыграли такие исторические личности, как Сафрон Сыранов, Алексей Оржаков и Илья Шадрин.